Ассаляму алейкум, урметли достар. Это передача «Крым-татар емекляры», и сегодня с вами Айдар Хайбулаев, предприниматель, хасаб по призванию, охотник и путешественник, отец 3 детей. А готовить сегодня мы будем чубан-кебаб. Чубан-кебаб есть в блюдах разных народов. Называется он одинаково, но готовят его все по-разному. Но мы сегодня будем готовить по-крымско-татарски. А я вам покажу то, что я видел от своего деда. А он у меня степняк с Курманского района. И кому как не степняку знать, как хорошо приготовить мясо. А первый раз я попробовал это блюдо, когда мы поехали в Судак к нашему знакомому. И хозяин зарезал козочку, и мы из нее приготовили чубан-кебаб. Это было незабываемо. И как же приготовить чубан-кебаб, спросите вы? Для этого нам понадобится всего лишь молодое мясо, соль и перец. И это все. Для приготовления чубан-кебаба можно использовать как молодую ягнятину, так и козлятину. В нашем случае мы будем использовать молодого барашка. Но для начала нам нужно приготовить угли. Наши предки просто собирали дрова, ждали, пока они превратятся в угли, а затем просто ложили мясо на уголь и ждали его приготовления. Это все. А спонсор сегодняшнего нашего проекта – торговая марка «Алем». В сети мясных бутиков «Алем» вы можете найти свежее качественное мясо, колбасные изделия и деликатесы собственного производства, замороженные полуфабрикаты, там, пельмени, манты, сарма, долма, что хотите. Каждый день у нас свежие маринады, полуфабрикаты, в общем, все, что нужно для приготовления мяса на огне, на природе и так далее. «Алем» – это лучшее мясо в городе. Часто у меня спрашивают, а какая же часть баранины самая вкусная? И я вам отвечу, вся баранина вкусная. Но есть один нюанс. Разные части подходят по-разному для разных блюд. В нашем случае нам понадобится окорок, бель или спинная часть. Эти части идеально подойдут. Здесь вот еще один момент есть очень важный. Мы будем использовать окорок, но не весь. У окорока есть вот часть, она называется голяшка, и она заканчивается вот в месте соединительного сустава. Ее на кебаб использовать я не советую, хотя это и окорок. С рульки обычно готовят хашламу, шурпу, в общем, отварные блюда. Для этого я рекомендую, но никак не для кебаба. В нашем случае у нас барашка с Черноморского района. И так, в принципе, исторически сложилось, что баранину у нас выращивают как раз в северо-западной части Крыма. Вообще, с барашками у меня много историй связано жизненных. И одна из них как раз-таки вот в далекие 90-е, когда с наличностью было у нас туго, и все товарные операции происходили на основании обмена, отец привез с Херсонской области 150 баранов. И кому как не мне досталась участь их выпасать. И вот в один из дней я пас этих баранов и, заигравшись со своими друзьями, утерял их из виду. И тут, в общем, нагрянули тучи, и я кинулся их искать, чтобы быстро вернуться домой, а их не оказалось. Я, в общем, до ночи их искал, и в конечном итоге я их не нашел. И придя домой, я весь заплаканный, в страхе, что сейчас меня накажут. Родители начали спрашивать, а где ты ходишь, в общем, почему тебя так долго не было. Я сказал, что я потерял барашек. Они сказали, глупец, твои барашки давно тебя ждут дома. В общем, да, я был очень обрадован этим. И, в принципе, вот так вот. И вот он, наш долгожданный баджах. И сейчас мы его приготовим. Сделаем подготовительную работу для того, чтобы приготовить чубан-кебаб. Если обратиться к этимологии или значению этого слова, чубан в переводе с крымско-татарского означает пастух, а кебаб – мясо, приготовленное на огне. Итого, это значит мясо пастуха или блюдо пастуха. И исходя из названия этого блюда, это говорит о том, что это максимально простое блюдо.
простое в приготовлении и что для него нужно минимум усилий. Чубаны нередко приходилось прямо в степи закалывать барашку и готовить из нее блюдо, потому что в степи случается разное. Иногда барашка там ломает ногу или случается хаза, какие-то несчастные случаи, и часто пастуху приходится разделывать барашку прямо на месте. Сейчас мы приступим к разделке нашего окорока или бадяха. Мы его будем нарезать на тонкие пластины толщиной 0,5 см, для того, чтобы его было удобно и легко, быстро готовить. Для начала мы удалим все жилки, жир, который нам не нужен. Еще я хотел бы остановиться на одном вопросе. Вот у нас есть мясо, и часто хозяйки спрашивают, а нужно ли мыть мясо перед готовкой. Это будет, конечно, мое субъективное мнение. Как бы вы сами можете решать, как бы оно вам подходит или нет. Но я вам отвечу как мясник, который этим постоянно занимается. И мое мнение, если вы берете мясо где-то на рынке, то желательно его, конечно, промыть. Это, конечно, с одной стороны портит его вкусовые качества, но с другой стороны мясо при забое, транспортировке и в течение продажи в торговой точке, там, будь то рынок или другой какой-то магазин, оно подвергается разным манипуляциям. То есть при забое на него могут попасть какие-то там загрязнения, нечистоты. Человек может взять там грязными руками. Это мясо может перевозиться не совсем гигиенической обработанной машине. Ну и так далее и тому подобное. И поэтому, если вы видите, тем более, что то место, куда вы пришли покупать мясо, там грязно, там плохо пахнет. Продавец, который продает вам мясо, он неопрятен. У него грязная одежда, у него там ногти грязные и так далее и тому подобное, то, конечно, лучше это мясо помыть перед употреблением, потому что блюда в конечном итоге, которые вы будете готовить, попадут эти вот загрязнения и, в общем, не очень гигиенично. В общем. Так далее. Сейчас вот мы отделим тазовую кость, чтобы она нам не мешала. Мясо пока оставим, проверим, как наши угли. Так, отлично, отлично, отлично. Мы хорошо двигаемся. Конечно, в нашем случае мы используем хорошие дрова, но вы, конечно, должны понимать, что в степи хорошие дрова пастуху тяжеленько было найти. И зачастую использовались обычные веточки, кусты и так далее. На самом деле для приготовления чубан-кебаба не нужен сильный большой костер и сильно много дров. За счет того, что мы нарезаем мясо очень тонко, оно очень быстро готовится. И на самом деле тех углей, которые образуются от сжигания веточек, вполне достаточно. Но в нашем случае как бы мы имеем возможность, поэтому используем хорошие дрова. Вот мы отрезали мясо для чубан-кебаба, нужную нам часть, окорок. А вы спросите, а что делал чубан с оставшимся мясом? И я вам отвечу. Крымские татары для сохранения мяса, так как в те времена еще в старину не было холодильников, использовали 3 основных метода. Первый из них это кавурма. Кавурма в переводе с крымско-татарского жареное. То есть мясо ложилось в большой казан с большим количеством жира. Можно использовать курдючный жир или говяжий жир, неважно совершенно. Мясо полностью обжаривалось вместе с жиром, затем укладывалось в катку и заливалось этим жиром. Жир предотвращал поступление кислорода, и тем самым мясо долгое время не портилось. Мясо в катке затем спускалось в погреб, в прохладное сухое помещение, и там находилось. Когда хозяйке нужно было мясо для приготовления блюда, она спускалась в погреб, брала нужное ей количество, отковыривала из этого жира и использовала в блюде. Второй способ – это посол или тузлама. Мясо нарезалось на кубики, примерно то, как вы нарезаете на шашлык. Засыпалось обильным количеством соли,
и также складывалось в катку. Дальше хозяйка опускала это в погреб, также в сухое место. И если ей необходимо было мясо для приготовления, она брала из этой катки посоленное мясо, обильно посоленное, промывала под водой, замачивала на некоторое время в воде, а дальше использовала его для приготовления на своей кухне. Третий способ – это кахач или бастурма. Кахач в переводе с крымско-татарского означает высохший, да. И бастурма – это мясо, находящееся под прессом. Хахач также готовился методом посола. Сначала его предварительно мясо солили, а затем вывешивали на открытое проветриваемое место без попадания прямых солнечных лучей. Таким способом происходил процесс вяления, и затем хозяйка для готовки отрезала нужное количество вяленого мяса и перед этим его замачивала. Мясо немножко размокало, и его можно было использовать для приготовления блюд. Еще хотел бы дать вам несколько рекомендаций о том, на что стоит обращать внимание, чтобы купить хорошее мясо у мясника. Начнем мы на примере, и сделаем мы это на примере бараньей ноги. Первое, на что стоит обращать внимание, это, конечно, на дозволенность этого мяса. Желательно покупать халяль. Второе, это цвет жира. Жир должен быть белого цвета. Если перед вами барашка желтого или такого лимонного цвета, ну, с жиром желтого или лимонного цвета, скорее всего, перед вами барашка зрелая или взрослая. Следующее, на что стоит обращать внимание, это цвет самого мяса. Цвет мяса должен быть розовый, светло-розовый. Ну, никак не темно-красный или, в общем, такого кровяного цвета. Скорее всего, если мясо темно-красное, перед вами зрелая барашка или взрослая барашка. Дальше. Это наружная поверхность. Если вы трогаете, и оно немножко такое липковатое, то это не свежее мясо. Поверхность должна быть сухая. Вот вы его когда трогаете, нету липкости. Следующее – это запах. Запах молодого барашка должен пахнуть молоком, свежей травой. Но не как вот этим, знаете, вот, ну вы знаете, он такой, У нас именно то, что надо. Так, сейчас мы удалим, кстати, вот голень, которую я не рекомендую использовать для приготовления кебаба. Так что она достаточно жесткая часть для кебаба будет. Вот она у нас. И вот мы уже как раз приступаем к нарезке. Нарезки кебаба. Сейчас мы удалим. Здесь вот еще у нас одна косточка осталась. Маленькая такая, бедренная. Сейчас мы ее вырежем. Чуть-чуть. Кстати, нож на крымско-татарском называется пычах. Ну, он выглядел по-другому. Но мы используем современный нож. Но вообще татары использовали пычах. Мы удалили. Еще осталась коленка, коленная чашечка. Еще один очень важный момент. Вот в бедре или в окороке внутри у нас есть лимфоузел. Вот он у нас, этот лимфоузел. Его обязательно нужно удалить. Так, вот мы это тоже сделаем. Вот он, наш лимфоузел. Мы его удалили. А теперь самый ответственный момент. Момент X. Мы нарежем это мясо тонкими пластинами толщиной 0,5 сантиметров. Так. И вот, вуаля, вы видите, в принципе, вот такой у нас получился стейк. Это вот основа. Для лучшей прожарки я рекомендую делать небольшие еще надрезы. У нас вон
не сильно получился тоненький. Вот такие кроссообразные, ну, крестообразные. В виде таких квадратиков они помогут лучше просолиться и проперчиться мясу и быстрее его приготовить. У нас сегодня мы используем посуду, нашу традиционную крымско-татарскую, медную и глиняную. Посуда, кстати, у нас от Дервишеве, от Рустема Дервиша. И глиняная посуда у нас от Эльдара Гусейнова, за что им большое спасибо. Так, а мы продолжим нарезать. Ну и вот, собственно говоря, заготовка для чубан-кебаба готова. Нам всего лишь осталось посолить его, поперчить и кинуть на огонь, на костер. Значит, процесс соления и перчения элементарный. Для этого у нас есть наша фирменная вот посудка, черный перец, на глаз перчим и солим щепоточку. Мы не используем здесь ни маринадов, ни масла, ничего, ни лука. Как я сказал, чубан-кебаб — это супер элементарно простое блюдо, так как чубаны или пастухи, находясь в степи, не имели возможности заморачиваться и долго тратить время на приготовление еды. Поэтому оно максимально простое. Перец и соль пастухи обычно всегда имели при себе в маленьких кисетах, мешочках. И при необходимости их использовали. Еще чуть-чуть подсолим. Все. Мясо у нас отличное сегодня. Так, и чуть-чуть перца. Здесь уже каждый по вкусу. Кто любит острое, кто любит более соленое, это уже на ваше усмотрение. Но мясо любит соль. Еще есть, кстати, очень частый вопрос, а нужно ли солить до приготовления или после приготовления. Здесь опять-таки я выскажу свое субъективное мнение. Я считаю, что если есть возможность, конечно, лучше мясо просолить заранее, так как я основываю свое мнение на своих знаниях о биохимии мяса и всего этого процесса. Соль, оно просто улучшает вкус мяса. Оно как бы работает, и если вы хотите более вкусный продукт в конечном итоге получить, то лучше заранее просолить, и оно усилит вкус мяса и сделает ваше блюдо более вкусным, чем если вы посолите уже после приготовления. Процесс, в общем, не хитрый, и продолжаем так дальше. Ну, говоря, если несколько слов, вообще Белогорский район и место Аккая являются вообще родовыми землями рода Ширинов, и именно в этом месте избирались главы рода, и также они и смещались, но если он там провинился или вел себя не очень хорошо. И вот мы посолили мясо, поперчили, а теперь мы готовы к его приготовлению. Пройдем к углям и посмотрим, что с ними. Отлично. В принципе, угли у нас готовы, но нужно, чтобы пламени не было. Недогоревшие дровишки лучше убрать, чтобы они не создавали нам дискомфорт. А должны остаться именно угли. В принципе, вот так должно быть. Прошу обратить ваше внимание, угли должны быть без огня, просто вот потухшие. Нам осталось только положить прям сверху углей наши чубан-кебаб. Ну, пожалуй, все. Мы будем использовать обычные щипчики, но чубанлар использовали веточки. Если кусочки углей прилипают, ничего страшного, не переживайте, так должно быть.
Потом мы оставшуюся золу просто отряхнем. Значит, из-за того, что у нас мясо нарезано очень тонко, нужно следить за мясом, далеко не отходить. Процесс очень быстрый. И если у вас мясо жирное, как в нашем случае, то, возможно, небольшое возгорание, ну, от этого никуда не деться. Как бы это нормально. Я переворачиваю сейчас часто, из-за того, что у нас сегодня ветрено. И, в общем, ветер сдувает весь жар. Но правильнее, желательно часто не переворачивать. То есть достаточно 2 раз. То есть с одной стороны пожарили, перевернули, с другой стороны пожарили. И в идеале должно быть так. Мясо у нас готово. Можно убирать. Так. Мы его возьмем. Угли можете вот так чуть трясти. Зола нам не помешает. Отлично. Прошу к столу. Наше мясо готово. Осталось только отрусить лишние угли, если они остались, и кусочки золы. И можно кушать. Мы его нарежем. Нарезать такими тонкими полосками рекомендую. И пробуем. Бельдиссимо. Это супер. Это было очень вкусно. Даже кусочки золы, которые остаются на мясе, они придают особой пикантности этому блюду. В общем, рекомендую. Пробуйте, готовьте. А с вами была программа Крым, татары и Меклера и ее ведущий Айдар Хайбулаев.